Юсуп Евлоев спешит к станку, начинается смена. От работы слесаря-наладчика зависит облицовка материалов крупнейшего завода по производству труб на Северном Кавказе «Полимер». Предприятие открыли в 2015 году в Карабулаке. Вначале здесь трудились всего 20 человек, но со временем эта цифра увеличилась в 4 раза. Специалистов искали через центр занятости, перспективных, но неопытных отправляли на обучение в Казань. Теперь полученные знания они передают новым сотрудникам. Открытие завода, если сказать честно, для нашей республики это, конечно, очень хорошее подспорье. Потому что здесь работает около 100 человек на этом заводе. Получает хорошую, достойную зарплату. Каждый человек, который здесь работает, он дорожит своим рабочим местом. С 2015 года я здесь работаю. Практически завод открылся через полгода, я устроился на работу. Зарплата стабильная, самое главное. Работа нетрудная. До открытия этого завода действительно вот в нашем городе Карабулаке многие сидели без работы, в том числе и я. Вот после этого его открытия многие тоже сюда пришли работать. В принципе, все довольны, работают. Перспектива есть тоже. Вот как ты работаешь, на повышение можно пойти. 50 лет гарантии – вот девиз предприятия. А еще здесь выпускают 50 тонн готовой продукции в день. Это полимерные и полиэтиленовые трубы. Область их применения широка. Их используют в водозаборных станциях или для подачи горючих смесей. Они незаменимые в холод. В год завод производит 8 тысяч труб разных диаметров. Так что шум техники здесь не утихает ни на минуту. 24 часа в сутки, в 4 смены, 70 рабочих трудятся на этом заводе, чтобы обеспечить полиэтиленовыми трубами десятки регионов страны. Кстати, последний заказ поступил от компании «Газпром». Сейчас работники трудятся над производством газовых труб. «Газпром» является постоянным заказчиком полимера, как и ряд других, но уже частных компаний. Такой высокий спрос на продукцию завода рождает широкий ассортимент труб, произведенных на предприятии. На заводе в данное время установлены немецкие линии, были по спецзаказу под этот завод произведены в Германии. Заявленная мощность у нас 18 тысяч тонн в год. На сегодняшний день мы вышли 8-9 тысяч тонн. Пока потихоньку нарабатываем объем производства. Заказы мы и на Чечню готовим, и на все, в принципе, скажем, все регионы Северного Кавказа, Южно-федерального округа. Крупные заказы равняются крупные налоговые поступления в бюджет региона. Но это далеко не единственная польза завода для республики. Ведь руководство предприятия занимается и благотворительностью. Руководство данного предприятия по нашей заявке нам оказывает спонсорскую поддержку по предоставлению тех материалов, которые здесь производятся. Также они оказывают помощь тем горожанам, которые у нас являются малоимущими, не могут там за свой счет какие-то вопросы там, по прокладке воды, там, по газификацию. И мы направляем обращение о необходимости там, оказания той или иной помощи. Да, предприятие неоднократно нам оказывало помощь. Вот сейчас на днях было тоже у нас обращение, было необходимо там замена участка водопровода, на что положительно нам дали ответ и предоставили около 400 метров полиэтиленовых труб. На этот раз бесплатные трубы получили жители улицы Дьякова в Карабулаке. Здесь проживает всего 8 семей. Много лет они страдают от плохого водоснабжения, а все из-за ветхих водопроводных сетей. Но теперь это в прошлом. Мне помощь была оказана вовремя, потому что уже начало лета, трубы прорываются, постоянно копать приходится. А сейчас мы один раз выкопаем, проложим, и проблем у нас не будет. Мы очень довольны помощью. Всем благодарим. Завод полимерных труб не единственное крупное предприятие в городе. Карабулак смело можно назвать промышленной зоной региона. Ведь здесь, помимо прочего, запущен завод по производству сборно-монолитного бетона, алюминиевых радиаторов и картонажная фабрика. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.